В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Камши Кушара. Здравствуйте. Делегация Министерства иностранных дел Абхазии во главе с министром Дауром Ковы находится с визитом в Республике Арцах. 28 августа делегация МИД Республики провела ряд официальных встреч. В частности, членов нашей делегации принял президент Республики Арцах Бако Саакян. Как было отмечено на встрече, обе республики имеют все предпосылки, чтобы успешно развивать межгосударственное взаимодействие и наполнить его практическим содержанием. В частности, была высказана необходимость развития взаимоотношений в области экономики и социальной сферы, а также координации политико-дипломатического взаимодействия. Далее, в этот же день в рамках визита состоялась встреча министра иностранных дел Даура Ковы с председателем Национального собрания Республики Арцах Ашотом Гуляном, в ходе которой стороны обсудили текущую общественно-политическую ситуацию в двух республиках и перспективы дальнейшего развития и укрепления двустороннего сотрудничества, в том числе в области межпарламентского взаимодействия. Также состоялась встреча делегации Министерства иностранных дел Республики Абхазия с премьер-министром Республики Арцах Араиком Арутюняном. На встрече стороны обсудили возможные перспективы взаимовыгодного социального, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Была выражена заинтересованность в интенсификации взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств. Также 28 августа в Министерстве иностранных дел Республики Арцах состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран Даура Ковы и Карена Мирзаяна. По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании между Министерствами иностранных дел Абхазии и Арцаха. Данный меморандум стал первым официальным двусторонним документом, подписанным между двумя республиками. 30 августа в Абхазии, как и во всем мире, отмечают Международный день пропавших без вести. ООН утвердила эту дату в 2010 году. Сегодня в Парке Славы матери погибших защитников Отечества и представители миссии Международного комитета Красного Креста в Абхазии возложили цветы к мемориалу погибших воинов. В Абхазии за период Отечественной войны 1992-1993 годов пропали без вести до 200 человек. Долгие послевоенные годы семьи пропавших почти ничего не знали об их судьбе. В 2010 году Госкомиссия по пропавшим без вести во время Отечественной войны народа Абхазии возобновила свою работу, и уже в декабре 2013 года были названы имена первых 7 опознанных бойцов. Работы по опознанию останков тел проводились в соответствии с договоренностями руководства Абхазии с Международным комитетом Красного Креста в лаборатории города Загреб. Поиск и идентификация пропавших без вести продолжается, но пока остается нерешенной проблема уточнения мест захоронений абхазских ополченцев. Основная сложность в нашей работе заключается в том, чтобы найти достоверную информацию о захоронениях. И путем переговоров в формате координационного механизма мы изыскиваем все возможности для подтвержденных мест захоронений, впоследствии на которых проводятся эксгумационные работы. На данный момент все работы, запланированные на этот год, завершены по эксгумации в Абхазии. Идентификация сама происходит примерно в течение полугода. И когда мы получаем уже результаты ДНК-сопоставлений. Сегодня поиск пропавших без вести – одна из основных целей миссии МККК в Абхазии. Эта работа будет продолжаться по мере необходимости. В 2013 году мы начали эксгумации, и вот на данный момент уже 39 людей были опознаны, и останки переданы семьям. Работа продолжается. Мы очень тесно сотрудничаем с разными организациями и институциями тут в Абхазии, например, Абхазская комиссия по пропавшим без вести, Бюро по судебно-медицинской экспертизе и самое главное – это организации матери Абхазии. Наша основная цель – помочь найти ответ, что случилось с близким человеком, который пропал без вести. Во всем мире по разным причинам пропадают люди. Однако родные имеют право знать о судьбе пропавших. Никто и никогда не отнимет у них надежду на то, что их родственники могут вернуться живыми и здоровыми. Много лет проходит, прежде чем семья сможет смириться с утратой, даже похоронив родного человека.
Президент Абхазии Рауль Хаджиба подписал указ о награждении Василия Бармышава орденом Ахидзапша третьей степени за многолетнюю службу и вклад в становление органов внутренних дел Республики Абхазия. Об этом сообщает официальный сайт главы государства. После тяжелой продолжительной болезни на 59-м году жизни скончался абхазский государственный деятель, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона, большой патриот родной Апсны, всю свою жизнь беззаветно служивший народу Абхазии Руслан Кишмария. Руслан Рожденович Кишмария родился 2 июня 1959 года в селе Река Ачимчирского района. В 1976 году окончил среднюю школу номер 5. С 1976 по 1977 годы работал лаборантом кафедры химии Ульяновского высшего военно-технического училища, затем служба в советской армии. С 1989 по 1992 годы работал на различных должностях. Он принимал активное участие в боевых действиях в Отечественной войне народа Абхазии. Был начальником штаба, а впоследствии командиром Гагарского батальона Гуместинского оборонительного рубежа. В мае 1993 года возглавил спецгруппу «Дельфин» Восточного фронта. Вспоминая боевого товарища, Илья Гамисоня подчеркнул значимость вклада Руслана Кишмария в победу над грузинским агрессором на Восточном фронте, а также в становлении послевоенного абхазского государства. С Русланом мы познакомились после его прибытия на Восточный фронт в мае 1993 года. Он прибыл со специальной группой «Дельфин». Вот эта группа приднестровских ребят. И мы совместно обсуждали ряд важных операций, как на Рекинском направлении, так и направлении Кадорского ущелья. Это был человек, который владел массой полезной информации. Руслан был прирожденным разведчиком. Значит, у него было много связей. Он очень хорошо говорил на местных языках, и значит, нам с ним было очень легко строить отношения с местным населением. Он помогал нам в вопросах создания разведподразделений. При всем том, что значит, он прибыл на Восточный фронт не с самого начала, был на Восточном фронте, но он прекрасно знал эту территорию, прекрасно знал, значит, сам, будучи рекинским парнем, прекрасно знал всю обстановку. С 1993 по май 1994 года Руслан Кишмария занимал пост начальником Галского районного отделения службы государственной безопасности. В период с 1996 по 1998 являлся депутатом Народного собрания республики. После войны в 1996 году, как он был избран в парламент Республики Абхазия. Мы находились в одном комитете по законодательству, проработали 5,5 лет вместе. Очень грамотный юрист был. Где-то что-то, если не понимали, он подсказывал, как имевший более опыта больше, чем мы, которые пришли в парламент впервые. Руслан Кишмария многое сделал в налаживании диалога с грузинской стороной, являлся активным участником переговорного процесса при посредничестве международных организаций, много сделал для установления правопорядка и мирной жизни в Галском районе, будучи главой администрации и полномочным представителем президента Абхазии в Галском районе. Вот как он сам оценивал свою работу как переговорщик. Основная задача наша была это обезопасить наш район. Мы это сумели сделать благодаря присутствию здесь и российских пограничников, и наших пограничников. Совместными усилиями ситуация резко улучшилась. Второй вопрос – это об отношениях между Абхазией и Грузией. Я сказал, что на сегодняшний день у нас нет никаких отношений и быть не может. Почему? Потому что нет веры и доверия им. Это первое. И второе, можно о чем-либо говорить лишь после того, как только будет подписан договор о ненападении, гарантиях безопасности. И гарантами в этом случае должны выступить мировое сообщество. Почему? Потому что бумага для Грузии тоже ничего не будет означать. Последующие годы после парламента, вплоть до 2004 года, Руслан Рожденович занимал пост главы администрации Галского района. В апреле 2016 года указом президента Рауля Хаджиба Руслан Кишмария был награжден орденом Леона. Рената Шакай, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.
В связи с кончиной ветерана Отечественной войны народа Абхазии, кавалера ордена Леона, бывшего главы администрации Галского района Руслана Кишмария, распоряжением премьер-министра Беслана Барцыц создана правительственная комиссия по организации похорон под председательством вице-премьера министра внутренних дел Аслана Кубахи. Траурный митинг пройдет 2 сентября в Сухумском доме учителя. Начало в 14 часов. В столице идет ликвидация последствий стихии, обрушившейся на республику. Десятки поваленных деревьев, оборванные линии электропередачи, сорванные крыши. Таков итог сильного дождя и шквалистого ветра. Особенно пострадали Сухум и западные районы страны. Все службы коммунального управления города Сухум задействованы в очистке улиц от ила и грязи. Не обошлось и без ущерба частным хозяйствам, которые еще предстоит подсчитать. Алика Трапш продолжит тему. Буквально месяц назад началась очистка русел городских рек Гариквара и Адзапш. Очистительные работы не успели завершиться, как на столицу вновь обрушились ливневые дожди. В результате старые подпорные стенки рек упали в воду, создали заторы в руслах, и вода вновь вышла из берегов и затопила всю округу. Сейчас госкомпания «Абхазберегозащита» проводит очистительно-восстановительные работы русел рек Гариквара и Адзапш. Конкретно сейчас эта, так скажем, большая вода принесла очень много деревьев, и вот в районе военкомата железнодорожный мост, там есть на грузовую площадку мост, центральный мост, принесло большие деревья вместе с корнями. Работа завершается позже. Она забила проходы под мостами, и тоже, соответственно, вода стала выходить из берегов. И остается одна самая такая большая проблема – это очистки бухты грузового порта. И тогда, мне кажется, проблема будет решена. Ливневые дожди сопровождались шквалистым ветром, который повалил более 50 деревьев в столице. Из-за этого во многих частях города были перекрыты дороги. Сотрудники зеленого хозяйства занимаются расчисткой улиц. Поваленные деревья и ветки спиливают и отвозят на свалку. По словам специалистов, объем работы очень большой. Если погодные условия позволят, они будут завершены к концу недели. Также водные потоки, вышедшие из рек Гариквара, Адзапш и Сухумка, принесли много гравия и ила на городские улицы. Сейчас идет их расчистка. Работы проводятся поэтапно. Начали с улицы Ленина, с набережной Махаджиров, Званба. И все на Эшба тоже люди у нас стоят. Все вот пока лопатим и будем увозить. В течение этой недели, я думаю, будет все убрано. Упавшие деревья повредили линии электропередачи. Во многих частях города жители остались без электричества. Раиса Какулина – жительница дома номер 21 по улице Иналыпа. Во время стихии на крышу ее дома обрушилось дерево. В результате кровля сильно повреждена. Также сильный ветер повалил линию электропередачи. И уже вторые сутки Раиса Какулина без воды и света. После ремонта дом весь затопленный. Вот. И вчера не могли приехать снять эту крышу. Дерево не могли снять, но сегодня, слава богу, сняли. Вот. Ну, воды нету, и ток поступает еще, сняли провод, этот столб бетонный, а на нем провода были белые. И вот они сейчас лежат и все равно бьют, имеют. Может еще ударит кого-нибудь, не дай бог. Сотрудники СУЭС проводят работы по восстановлению поврежденных линий электропередачи. Уже к вечеру среды они обещают полностью восстановить электроснабжение в городе. Значит, в район интерната у нас большой район остался без света. Значит, в парке напротив музучилища упал огромный эвкалипт, сломал нам 2 высоковольтные опоры. Там проходили 2 центральных федера, которые запитывали центральную часть города. На сегодняшний день с утра работают бригады. Я думаю, к вечеру значительная часть повреждения будет устранена, и наши абоненты получат электроснабжение. Между тем, синоптики предупреждают, что 31 августа столицу вновь ожидают ливневые осадки и шквалистый ветер, и просят жителей без надобности не выходить из дома и воздержаться от дальних поездок. Алика Трапш, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Сотрудники Черноморэнерго продолжают работы по восстановлению подачи электроэнергии. Как уточняет пресс-служба РУП Черноморэнерго, часть республики осталась без электроэнергии вследствие обрушившихся на страну ливневых дождей и штормового ветра. На текущий момент энергетикам удалось запитать город Очимчира, но по-прежнему остаются без света некоторые села Очимчирского района. Работы по восстановлению линии электропередачи также ведутся в Гулрипском районе, в селах Дранда и Мачара.
Пожарные отряды МЧС ликвидировали возгорание в универмаге «Гунда» в Гудауте. Пожар произошел в ночь на среду. На втором этаже торгового комплекса, расположенного на проспекте Героев, общая площадь возгорания, по оценке спасателей, составляла 250 квадратных метров. В тушении пожара было задействовано 7 пожарных автоцистерн из Гудауты, Пицунды и Сухума. Жертв нет. Прилегающие к универмагу здания, представляющие архитектурно-историческую ценность, не пострадали. Причины пожара устанавливаются. Российские инструкторы завершили занятия с сотрудниками поисково-спасательного отряда и водолазами МЧС Абхазии. По завершении учений министр по чрезвычайным ситуациям Республики Лев Квициния провел встречу с российскими специалистами и выразил им благодарность за оказанную профессиональную помощь. За организацию занятий и подготовку ряда гуманитарных акций глава МЧС Абхазии наградил начальника отдела МЧС России Сергея Каравайцева ведомственными медалями. Каравайцев, в свою очередь, заверил, что профессиональная подготовка абхазских спасателей продолжится и в дальнейшем. Я бы хотел сказать слова благодарности всем, кто принимал участие, инструкторам, ребята, вам спасибо огромное. То, что вы делаете, это имеет большое значение для нашей республики, для нашей страны, потому что подготовленные специалисты, спасатели, это десятки жизней людей. Работа спасателя, это вы прекрасно понимаете, насколько важна и насколько она необходима. Такие курсы, которые сейчас вот у нас проходили, они в этом году, как бы можно сказать, подводят итог той работе, которая проводилась и в России, на базе МЧС России. Естественно, что мы в этом году еще, как мы с вами уже и говорили, сделаем еще несколько курсов, организуем, проведем их на таком же высоком уровне. Занятия проводили сотрудники Туапсинского поисково-спасательного отряда МЧС России. Они проходили в течение 10 дней. В горной местности спасатели отрабатывали транспортировочные работы, а в море проводили водолазные упражнения. Вместе с абхазскими спасателями в занятиях принимали участие и юго-осетинские коллеги. Сухумский водоканал сообщает, что 31 августа в связи с проведением аварийных ремонтных работ подача питьевой воды будет прекращена с часу ночи до 18 часов в центральной части города, на старом поселке, в нагорной части Сухума, в районах Маяка и Виема. Как говорится в сообщении, авария произошла в районе насосной станции номер 4. Она вызвана утечкой в центральном водоводе диаметром 800 мм. И о погоде. По сообщениям синоптиков, завтра в Абхазии сохранится неустойчивая облачная погода, временами ливневые дожди с грозой. К концу дня ожидается значительное ухудшение погоды, сильные ливневые дожди с усилением ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 19-21, днем плюс 24-26 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире. Абрела ухату حضرت ريكورد программа خرقشوب أتصخل بخشوعت أمزيرس.